Жители Коми делятся своими новостями в сети, публикуют фотографии и видеозаписи. О проблемах говорят, пути решения предлагают, рассказывают и о хорошем, о геройских поступках, к примеру. О чем еще в эти дни говорит вся республика, знает моя коллега Виктория Денисова. Виктория, вам слово. Спасибо, Анна. И вновь о насущном. Не успеешь выйти из дома, как тут же начнешь тонуть. Глубину одной из луж по улице Морозова в Сыктывкаре измерил школьник. Судя по всему, мальчик решил полюбопытствовать, достаточно ли высокие его резиновые сапоги. Мол, помогут ли спастись от воды. Свидетельницей всего эксперимента стала местная жительница. Женщина сняла происходящее на видео и выложила его в сеть. Оставила и комментарий, как говорится, без слов. Видимо, намекая на бездействие коммунальных служб. Но это еще что? Жителям поселка Краснозатонский комментаторы из соцсетей и вовсе рекомендуют скинуться на лодку. Без доступа к мусорным контейнерам остались жители 2 многоквартирных домов. Участок с баками превратился в островок. Со всех сторон вода. А ведь и впрямь теперь добраться до него, судя по всему, можно только вплавь. Люди, живущие в Воркуте, славятся своей отзывчивостью. И мы привыкли помогать друг другу. По-другому на севере не выжить. А так прокомментировал один случай житель Воркуты. Андрей Павлов – водитель мусоровоза. На днях он в компании коллег поехал по привычному для себя маршруту – контейнерные площадки убирать. Вот только в процессе мужчины увидели лежащую в снегу женщину. Благо не растерялись, скорую вызвали, после чего принялись укутывать женщину. Накрыли куртками, одеялом, всем, что было в машине. По словам героев истории, даже в мыслях не было проехать мимо человека, которому нужна помощь. Кучу строительного мусора неизвестные оставили на дороге вблизи поселка Алешино. Фотографии результата такого экологического бедствия появились в сети. Ситуацию усугубляет приближающееся половодье. Потоками воды отходы смоет прямиком в Вычегду. Жизнь возвращается в прежнее русло. В сети появился видеоролик о конном центре «Аврора». Напомню, в январе в учреждении случился пожар. К счастью, никто не пострадал, вот только огонь успел уничтожить раздевалки, часть хозпостроек и сеновал. Теперь беда позади, все вернулось на круги своя. Иван Бузычкин снял о центре видеоролик. На нем все по-прежнему. Тишь да гладь, как говорится. Ну а мы ждем ваших сообщений в группе телеканала «Юрган» ВКонтакте, чтобы поделиться ими со всей республикой. Анна, эфир ваш.